иман, ислам и ихсан. Три основы религии. Иман, то есть вера в Аллаха, вера в Его ангелов, Его книги, пророков, предопределение, судьбы, судный день. Это то, что касается наших убеждений. То есть, чтобы у нас правильное убеждение было. Потому что Аллах един, нет ничего ему подобного. Второе – это ислам. То есть иман нужен для того, чтобы для каждой из этих основ существуют отдельные науки, которые наши ученые, пусть Аллах будет ими доволен, которые наши ученые составили. Науку иман изучает наука акида, вероубеждение. Там ученые подробно, там уже книги идут от малого до велика, от маленьких брошюр до многотомных книг, где полностью подробно описывается убеждения, какие убеждения должны быть у мусульманина. Второе – это ислам. Ислам, мы знаем, у него 5 столпов. Шахада, намаз, пост, закат и хадж. Ислам изучает наука фикхи. Фикхи нужно для того, чтобы человек исправил свое поведение. В первую очередь, чтобы он совершал поклонение. Там уже идут несколько разделов. Это вот эти поклонения, отношения между людьми, будь то там, торговые отношения, какие-то сделки и так далее, как по шариату правильно нужно эти сделки составлять. И так далее, там много разделов идут. То есть ислам нужен для того, чтобы человек исправил свое внешнее поведение, свою внешнюю сторону, чтобы от него вреда людям не было. И ихсан, чтобы ихсан, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, чтобы ты поклонился Аллаху так, как будто ты его видишь, хоть ты его не видишь, поясни, он тебя видит. То есть, другими словами, это искренность. Искренность в поклонении. Это 3 основы, они все вместе должны быть. Если какая-то из них отсутствует, одна из этих опор отсутствует, религия у человека, она такая неполноценная будет. Например, у человека, если с убеждениями проблема, он думает, Аллах там где-то сидит, он думает, у Аллаха там есть какие-то конечности, Аллаху приписывает то, что ему не подобает. У этого человека вероубеждение неправильно, у него фундамент испорченный, у него, естественно, Аллах его поклонение даже не принимает. То есть это основа вероубеждения. Чтобы у человека правильное поведение было внешне, чтобы он внешне, другими словами, адаб делал ко Всевышнему Аллаху. Все, что Аллах повелевает из внешнего, чтобы он соблюдал. И ихсан, чтобы у него было искренность, чтобы он не ограничился только на внешнем поведении, то, что люди видят. Человек показуху тоже может делать. Внешне он может выглядеть таким религиозным, там, и намаз делает, и постится. Люди думают, он такой религиозный человек, из мечети не выходит, а он над сердцем не работает. Он постоянно о людях думает, как бы, чтобы у людей хорошее мнение о нем было, что он такой вот религиозный человек, чтобы он среди людей был уважаемым. Естественно, это его поклонение тоже Аллах не принимает. Почему? Это же не ради Аллаха было сделано. Это ради людей он это делал. Он людям поклонялся, а не Всевышнему Аллаху. И Всевышний Аллах также говорит, «Кад афляха ман заккаха». Счастлив тот, кто очистил свою душу. То есть мы же говорили, чтобы Аллаха познать, нужен тазкияту нафс, нужно душу очистить. Для этого мы вот эту религию соблюдаем. Чтобы душу нашу очистить от порочных качеств, чтобы мы адаб соблюдали ко Всевышнему Аллаху, как внешне, в виде поклонения, чтобы мы к людям хорошо относились, так и внутренне, чтобы у нас внутренних этих пороков не было, как зависть, ненависть, гордыня, тщеславие, показуха и так далее. Бисмиллахи рахмани рахим. «Куль халь ястави алладина я'ламуна валладина ла я'ламун». Разве будут на одном уровне те, кто знают, и те, кто не знают? Например, человек, то, что случай один был, один человек, взрослый такой пожилой человек, он, когда на одном уроке был в мечети, там рассказывали про очищение, как правильно омовение делать, как правильно
очищаться, он после этого урока заплакал. Когда его спросили, почему ты плачешь, он говорит, я, оказывается, 50 лет, он не знал, как правильно очищаться. Естественно, весь это, его намаз за 50 лет не считается. Поэтому Всевышний Аллах говорит, разве равны те, кто знают, и те, кто не знают. Вот какой уровень, какую степень нашей религии имеют именно знания. Именно знания нам помогают до нашей цели дойти. Какой цели? Опять-таки познание Всевышнего Аллаха.